Вай мехкари хозбали, мачар ух ирч насри. Вай мехкари дики бали, насу мышту дуаду си. Дал калач хамал хозах, вахар халда дезели. Подобно этим строкам, сарказмом и иронией, с неподражаемым женским взглядом, который носит хоть и хлесткий, но честный характер. 10 лет назад и ворвалась Зарета Ахильгова в мир поэзии и творчества. Это вторая ее жизнь, ставшая достоянием ингушской литературы, благодаря людям, что были рядом. Доброта братьев и сестер, которые они вложили в нее с самых ранних лет, оставила след. Именно она выливается сегодня на страницы книг в виде стихов, рассказов и очерков. 10 лет назад я начала уже серьезно об этом задумываться. Уже начала задумываться над тем, что нужно издавать сборники, что нужно писать уже обо всем и обо всех, о ком можно писать и нужно писать. Поэтому сегодня 10 лет именно вот моему такому профессиональному творческому пути, если можно так сказать. И что за эти 10 лет я смогла сделать? Ну, выпущено 4 книжки, 3 на русском языке, 1 на ингушском языке. Готовые у меня 2 книги еще лежат на ингушском языке и на русском языке 2 книги лежат. Скоро, я надеюсь, что они увидят свет. Писать стихи Зарета начала еще в школьные годы. Тогда, будучи 8-летней девочкой, бабушка забирала ее к себе на лето. И та трогательно прощалась в стихах со своим котенком, цыплятами и прочей домашней живностью. Позже ее поэзия стала серьезнее и стала звучать на различных литературных конкурсах и фестивалях. Звучит она и сегодня, но уже в исполнении ее маленьких почитателей. Простые и понятные строки о родине, матери, красотах природы и многом другом, что являет себе многообразие нашей жизни. Каждый год издавать хотя бы один сборник стихов для нее уже стало традицией. Откровение о времени, о дружбе, о любви. Поэзия, согретая сердцем. Уже в названиях чувствуется что-то родное. В них все сокровенные мысли, мечты и надежда поэтессы. Они настолько близки и понятны, что никого не оставляют равнодушными. У нее душевные, такие мягкие, душевные, очень мудрые стихотворения. Но однажды я ей сказал, она читала стихи на русском языке, но я потом сказал, я говорю, я бы хотел, Зарета, услышать твои стихи на родном языке. И первые ее стихотворения на родном языке показали, что она также может прекрасно писать как на русском, и на ингушском языке. Познакомились с ней на ее очередном творческом вечере, и впечатление, которое произвело на меня вот ее стихотворение, посвященное матери, просто невозможно описать словами. Это было настолько трогательно и волнительно. Действительно, поэт или поэтесса, которую восхваляют мать, они не могут не вкладывать в эти строки свою душу. И она это сделала превосходно, потому что она очень рано потеряла маму, поэтому это слова, идущие от души, естественно, воспринимаются зрителем очень трепетно. Несмотря на разные жизненные трудности, Зарета никогда не прекращает доверять бумаге свои чувства и мысли. За пределами нашего региона Ахильгова имеет большую популярность. О ней даже снят документальный фильм, переведенный уже на английский язык. В стихи она вкладывает всю душу, возможно, поэтому у нее так много поклонников. Сама же Зарета, рассказывая о своих творческих успехах, скромничает. По мере возможности посещать и фестивали, и, как вы сказали, собирать людей, проводить вечера у нас в республике. Также я частый гость и кисловодских санаторных залов. Я лет 8 уже там выступаю, показываю наше творчество, рассказываю о нашем народе, о быте, о том, как живут ингуши. 10 лет – это время, когда на важные встречи собираешь не просто почитателя, а своих друзей. Вот и сегодня в этом зале семья поэтессы, родные и близкие. Они посвящают заслуженной писательнице много искренних слов и просят лишь об одном – жить счастливо, а главное – творить и дальше. Мне кажется, это самое главное, что поэт, писатель может сделать, да? То есть войти в душу каждого человека. И творчество Зареты, оно сегодня именно так. Оно в каждом из нас пробуждает
те какие-то хорошие чувства и воспоминания, которые обуревают каждого из нас тоже, но мы сами не можем это изложить и понять поэтически. Поэтому я очень рада и очень благодарна за ваше творчество вам, потому что вы нас ведете к красивому, к душевному. Учить людей стихами, прозой должен тот, кто сам состоялся, у кого хорошая семья, у кого хорошие дети, кто может людям показать пример. А вот я могу вот так, а вы можете так. Вы всего этого заслужили. Мне хочется, конечно, пожелать, чтобы рядом всегда были надежные друзья. Только сильная личность может дать подняться другому. Я каждый раз это повторяю. Добрая, любящая мать, бабушка, достойная женщина, усердная домохозяйка, посвятившая себя перу. Друзья Зареты Ахильговой отметили, что она легко совмещает поэзию и семью. Всегда открыта для тех, кто нуждается в ее совете или помощи. А сама поэтесса обещает уже скоро порадовать читателей новыми произведениями. Жардат Хулухоева, Магомед Белакиев, Новости 24.